Месяц назад начали строительство небольшого сквера по улице Московская, рядом с третьей школой. По проекту здесь уложат тротуарную плитку на площади более 600 квадратов, установят скамейки, качели и разобьют небольшой парк. По замыслу проектировщиков, это место станет излюбленным для горожан. Здесь будет липа, клен, катальпа, также будет здесь предусмотрен у нас газон, посев газона. Вот, будут скамейки, будет благоустроенная территория, очень красивое место для города. Сроки у нас до 31 октября текущего года. В те же сроки должны уложиться и при строительстве еще одной зоны отдыха. Но на этот раз в Гамурзиевском округе на улице Студенческая, рядом с районной поликлиникой и администрацией. Здесь помимо зеленой зоны, скамеек и качелей также предусмотрят и парковку для транспорта, которая просто необходима. Вот здесь будут такие скамейки на треугольной форме, тоже железобетонные. А вот это озеленение предусмотрено? Это предусмотрено, да, по проекту. Какие деревья? Лиственные? Липа, катальпа и самшит, кусты. Ну, я же лиственными. Это Да, лиственные деревья, чтобы тень была для отдыхающих. Создать в городах страны новые зоны, где жители смогут отдохнуть или провести свой досуг. Главная цель проекта – формирование комфортной городской среды. Это комплексное благоустройство дворов, общественных территорий, площадей, скверов, набережных. Зону в Гамурзиево местная детвора уже успела облюбовать и обкатать свой велотранспорт. أخي هاوس هنسخش فدو هاوس. لا أقص طيب أنك تاني سرا قاني جدوش طيب ليوش غوت لس بيت شخي قجيت طيب لوز توقس مسا سمكات شياحش. Еще одним подарком под конец года для назрановцев станет и благоустройство прилегающей к школе территории по улице Новая в 105-м массиве. Эта площадка также рассчитана и на людей пожилого возраста. Именно там, где острая необходимость благоустройства этих зон, вот те зоны мы и выбрали. Вот сейчас мы находимся в так называемом 105-м массиве. Тут рядом у нас школа, садик, большой многоквартирный фонд. Здесь острая необходимость была в благоустройстве такой зоны, хорошей зоны. Вот мы сейчас здесь стоим. Здесь будет и в основном для старшего поколения. Здесь мы постараемся предусмотреть и уличные шахматы, и там, где можно будет посидеть вечером. Здесь будет хорошее освещение. Местные жители не могут дождаться открытия общественной территории. halka zimig sametr ma yatsir o zayud jmotik igana jyatsir tsaqam datsir hans khos shiri khos yadumu hans jlavachki shhamaj da dokmdios inshallah докмир хаюля есть юалы бах это сосях. Проект «Комфортная городская среда» реализуется в регионе с 2017 года. За 5 лет в одной только Назране благоустроили более 2 десятков территорий. Причем зоны, которые обновляются, выбирают сами горожане путем голосования. Правда, некоторые жители небрежно относятся к новым зонам отдыха. Администрация периодически сталкивается с актами вандализма. Сломанные скамейки, разбитые фонари и поврежденные качели. Последний такой случай произошел недавно на территории рядом с городским прудом. Я бы хотел обратиться и к жителям города, да и к самим вот этим нашей молодежи, чтобы бережно относились вот к этим нашим объектам. Это все делается для нас, для нашей республики, для нашего города. Могу заметить еще одно, что все факты вандализма нами фиксируются и будут передаваться в правоохранительную структуру. За этим могут последовать очень такие нехорошие последствия. Еще одна четвертая территория, которую горожане выбрали для благоустройства, находится рядом с городским прудом. Этот объект спортивного направления. Здесь разместится площадка для пляжных дисциплин. Футбол и волейбол на песке горожане и не только смогут сыграть уже в ноябре. А рядом откроют небольшой скейт-парк для любителей экстремального скейтбординга. Муслим Ганиев, Мухаммед Билакиев, Новости 24.